В минувшие выходные Сибайская школа номер 7 принимала финальный этап третьего Кубка Зауралья по русским шашкам среди школьников до 14 лет. В нем участвовало 64 юных шашиста из Баймакского, Бурзянского районов, городов Баймака, Сибая, Магнитогорска, их тренеры и родители, 6 судей, представителей администрации муниципальных организаций Зауралья. Почетный гость соревнований – член Общественной палаты Республики Башкортостан Тамара Танцыкужина. Пятикратная чемпионка мира по международным шашкам рассказала собравшимся о том, что сделано в завершающем учебном году в рамках проекта по развитию детского шашечного спорта в Зауралье и наградила особо отличившихся благодарственными письмами и новым учебником по шашкам. В общем-то, мы рады, поскольку сейчас, вот видите, много детей играет. Они самые активные, у них родители заинтересованы, чтобы их дети дальше продолжали обучение по шашечному направлению. Мы такую площадку будем в Уфе готовить. Мы будем проговаривать с директорами школ, кто готов пойти на это, поскольку необходимо организовать проживание, необходимо организовать учебный процесс, соревновательный процесс. Кубок Зауралья по шашкам среди детей проводится в рамках проекта по развитию детского шашечного спорта в Зауралье Федерации международных шашек совместно с администрациями 5 муниципальных образований – Баймакского, Бурзянского, Зилаирского, Хайбулинского муниципальных районов и городского округа город Сибай. Оценивали уровень мастерства детей известные шашисты региона, в том числе и молодые, но уже достигшие определенных успехов спортсмены, такие как Айгуль Сафина, ученица гимназии, которая активно тренирует малышей и сама недавно приняла участие в очередном турнире. Было первенство России по международным шашкам в городе Ижевске. Там было несколько областей, и такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Уфа, Ишимбай и Сибай. Борьба была сильная, там было 9 мастеров спорта, 108 участников в разных категориях. Уфа заняла почти все первые места. Это была гордость для Башкирии. У меня есть свои воспитанники, их пока на данный момент 5. Тут будут участвовать 3, и они хотят занять места. В течение года во всех этапах принимает участие около 350 школьников. Третий по счету турнир проводился в 5 этапов. В этом году кубок приобрел статус открытого, и к участию в нем приглашались школьники из Челябинской и Оренбургской областей. Я очень люблю играть в шашки. Я в Челябинске заняла бронзу и серебро. Мне нравится, потому что он помогает думать, мыслить. В 2012 году в городе Баймак прошли курсы повышения квалификации для педагогов на тему интеллектуального развития дошкольников через шашечную игру. На этом турнире выступил чемпион мира Тамара Танцыкужина, а уроки вел Айнур Шайбаков. По результатам этих курсов были организованы кружки по шашечной игры среди дошкольников во всех детских садах района. Ежегодно, в год один раз проходит шашечный турнир по личному первенству и 2 раза в год командное первенство. На таких первенствах участвуют дети, хорошо знающие шашечную игру, правила шашечной игры. Родители их активно поддерживают. По результатам этих турниров жюри отмечают наиболее успешных детей, отмечают высокий интеллектуальный уровень детей и хорошую организацию таких турниров. По итогам напряженной борьбы стали известны победители и призеры 5-го этапа и Кубка в целом. Лидерами по количеству призеров стали Сибай и Баймакский район. Призерам Кубка по сумме всех 5 этапов вручены медали и грамоты, а победителям – Кубок от Федерации международных шашек. Поздравляя участников и победителей, чемпион мира и почетные гости турнира Тамара Танцыкужина отметила, что шашки не просто спорт, они развивают творческие и интеллектуальные способности детей, память, внимание, логическое мышление, упорство и усидчивость занимают досуг. Занятия шашечной игрой с раннего возраста позволяют не только воспитать новых чемпионов, но и самое главное – помогут детям вырасти здоровыми и стать успешными в любой профессии. Реализация проекта в Зауралье показала результативность и эффективность программы, подтвердила необходимость его внедрения в работу всех заинтересованных образовательных учреждений республики. Алина Полянская, Айгуль Хамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.